Добрый вечер. Сегодня я буду спрашивать и давать мне будут ребята мини-интервью, наши любимые, дорогие гости штаба «Татар». И самый наш первый гость – это Гульназ Ибрагимова, студентка 6-го курса РНИМУ. С чем у тебя ассоциируется штаб «Татар»? Штаб «Татар» у меня ассоциируется с семьей, с теплотой, почти как родной дом, но чуть-чуть не доходит до родного дома, конечно, сообщество близких людей, тут, где можно поговорить на родном языке, вот, с татарами. С какого курса ты начала ходить в штаб «Татар»? В штаб «Татар» я начала ходить примерно со 2-го курса. Это уже сколько лет прошло? Это уже 5 лет. Вот так вот, все, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Так, сейчас мы подошли к самым частым гостям штаба «Татар», к студентам, бывшим студентам РГУ нефти и газа, к нефтяной компании. И у меня вопрос к вам. Почему вы приходите в штаб «Татар»? Покушать? Нам нравится прийти пообщаться с друзьями. Да, здесь весело. И покушать. Спасибо большое. Идем дальше. Ильдар, скажи, пожалуйста, почему ты ходишь в штаб «Татар»? В штаб «Татар» я хожу, потому что здесь очень добрые, откровенные люди, с кем можно пообщаться, поговорить, сделать совместные проекты. И, самое основное, конечно же, это более детальнее знать свой родной язык. Скажи что-нибудь на татарском, какие-нибудь добрые пожелания. Добрые пожелания, да? Знаете, вот есть самые стандартные пожелания, которые необходимы, наверное, человечеству всему. Это савлек, бехет и узум гнамир. Самое простое, но самое дорогое. Представьте, пожалуйста, и скажи, от кого ты узнал про штаб «Татар»? Менің есімім Ильсур. Вот Динар белән килдем бүген. Ты первый раз бүгін? Алты уже. Или 7, білмеймін уже. Чем тебе нравится штаб «Татар»? Кызлар. Да, там Леша Таларма. Мында тамле. Спокойно просто спокойно. Просто по душам. И по-татарски могу сказать это. Ну ладно, мы тебя поняли. Бигзур Ахмед. Меня зовут Равиль, мне 22 года. Меня сюда пригласил мой друг Али. Я сегодня здесь первый раз. И мне очень нравится, очень живая атмосфера, столько приятных людей. Можно узнать, найти себе кого-то, собеседника. Очень здорово. Спасибо вам большое, что вы есть. Что ты в дальнейшем ждешь от штаба «Татар»? Я такая творческая личность, я занимаюсь юмором в целом, и, возможно, как-то смогу поучаствовать в жизни, в каких-то мероприятиях, помочь вам с чем-то. Отлично. Хочешь ли ты в дальнейшей встрече, например, рассказать о себе чуть-чуть больше? Да, я могу, в принципе. Я даже думаю о себе. Нет смысла рассказывать, но это мало кому будет интересно, но мы, например, учимся на направлении, которое близко связано с культурологией, и мы можем рассказать о каких-то, может быть, больше изучить и рассказать про национальные особенности. Возможно, например, мы межгары, можем рассказать немножко какие-то традиции, которые существуют в каких-то деревнях, потому что это все-таки какие-то локальные могут быть вещи, которых люди не знают, а они довольно интересные. Алсу, привет! У меня к тебе такой вопрос. С какой целью ты ходишь в штаб «Татар»? Вообще, меня когда первый раз привели сюда, мне очень понравилось это место, то есть здесь прям такая теплая атмосфера, здесь люди прям знакомятся, общаются, и мне до того, как я пришла в этот штаб, категорически прям что-то не хватало, какого-то такого родного общения на родном языке, вот этой атмосферы теплой, дружеской, и мне очень понравилось, что я сюда пришла, поняла, что это именно то, чего мне не хватало все эти годы, все это время. И я здесь со многими людьми познакомилась, пообщалась. Мне кажется, завела много друзей, да, мы теперь общаемся, ходим в разные места, собираем народ на какие-то внештабные мероприятия, выставки, кино, на каток, если это зимнее время, и я сколько хожу, ни разу еще не пропускала с момента того, как я первый раз пришла, так что, да, я тоже, скажем так, активист своего рода. Хорошо. И я всех тоже призываю посетить это прекрасное место, потому что я думаю, это стоит того.
Здравствуйте, меня зовут Альберт, мне 20 лет. Штаб-Татар — это на самом деле очень важное место для понимания того, что есть татарская культура. Штаб-Татар — это место еще такой коллективной самоорганизации для ребят из Москвы, которые приехали из Башкирии, из Татарстана, из других регионов. Я хожу в Штаб-Татар, чтобы вспомнить татарский язык, потому что в Казани, к слову, на нем не особо сильно общался, чтобы познакомиться с новыми людьми, и чтобы вообще в целом понять свою идентичность, кто есть я такой. Как ты думаешь, что нужно делать штабу татар, чтобы сохранить, наш родной язык? Я на самом деле думаю, что ничего делать не нужно, потому что, по сути, все и так идет к тому, что ребята стараются говорить на татарском языке. Понятно, не всегда успешно, не всегда уверенно. А у многих людей просто стоит такой комплекс от того, что они не могут ничего сказать. И нужно этот комплекс рушить, просто кому-то начинать говорить на татарском языке, а дальше другие уже начинают подхватывать. Привет, мне 25 лет, меня зовут Денислам. В штаб я хожу примерно, наверное, раз в месяц. Может, даже чаще бывает, кстати, да. Сколько лет уже ты сюда ходишь? Год и пару месяцев. Что ты ждешь от штаба татар? Жду. Если говорить про какую-то большую цель или что? Да, можно про цель? Конкретно я не жду, но мы все, наверное, преследуем эту общую цель. Это объединение татар, общих интересов, это создание своего комьюнити, поиск нового окружения. Это же очень удобно для тех людей, которые только переехали в Москву, например. Я благодаря этому обрел тоже новых друзей, товарищей и очень благодарен штабу татар. Все, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Меня зовут Малика, мне 19 лет. Я узнала про штаб также от Дианы, она наша общая подруга. Тоже очень много рассказывала. Привет, представься, сколько тебе лет. Скажи, пожалуйста, есть ли шанс найти мужа в штабе татар? Сәлем, минем исемем Илсинә, миңа 20 яшь. И мин уйлыйм, монда үзеңнең икенче парыңны табырга була. Бармы монда матур малайлар? Монда күп матур малайлар, акыллы, сөйкемле бөтенесе. Килегез, танышыгыз, табырсыз. Мин шулай булсын, да егетеңне табыргыз. Ага. Как ты думаешь, должна ли быть твоя жена татарка? Меня зовут Ильнур. На самом деле принципиальной разницы нет. Я считаю, чтобы человек был хороший в первую очередь. Наверное, с татаркой будет более комфортно. Как ты думаешь, можно ли в штабе найти вторую половинку? Конечно. Я думаю, что здесь вполне есть достойные претендентки. Ответьте, пожалуйста, вот вы, как самый главный человек штаба татар, чего вы ждете от него в 2022 году? Я не самый главный. Все-таки, наверное, если бы в штабе, основа штаба – это люди, которые составляют этот штаб. Это основа штаба. Я жду в 2022 году очень большие наполеоновские планы у нас, потому что у нас создался сейчас национальный конгресс, и штаб у нас будет, переформироваться в этот конгресс, и поэтому это будет совершенно другой уровень общения, уровень влияния, уровень решения вопросов, и в то же самое время уровень и ответственности, да? Поэтому, к сегодняшнему вечеру у нас особое отношение, потому что это наша молодежь, это будущее, кому мы татарский язык потом доверим, кому мы его оставим. Мы всех призываем: «Эйдагыз татарча сөйләшегез, эйдагыз татарча сөйләшегез, кемгә ул татар теле кирәк, безгә ул кирәк, кемгә без аны калдырабыз Мәскәүдә, бу зур шәһәрдә татар телен инде без бергәләп сакларга тиеш». Я хожу часто, как можно часто, и чтобы увидеться с близкими мне уже людьми, с ними поговорить, вспомнить татарский язык и хорошо провести время. Скажи, пожалуйста, пару слов добрых, пожеланий на татарском языке нашим зрителям. Барыгызга да сәлам, сезгә бары яхшылык кына телим, исән сау булыгыз, барысы да яхшы булсын.